одно из величайших поклонений в нашей религии – это поминание Аллаха. И, наверное, вот из всех 60 лекций, где-то более 50, мы с вами говорили про зикры, то есть мы не изучали там зикры, да, не учили просто, что такое поминание Аллаха, каковы достоинства поминания Аллаха в исламе, и как сунна пророк ﷺ призывает нас поминать Аллаха. Потом мы перешли к видам поминания Аллаха, потому что есть огромное количество видов поминания Аллаха. Мы с вами начали с самых наилучших видов. Это кираат аль-Кур'ан, чтение Корана, какие суры они, то есть какие суры мусульманин больше должен читать, и за какие суры он какие награды получит. Потому что не все суры одинаковые, не все аяты одинаковые. Есть аяты, за которые пророк ﷺ обещал больше наград. Потом мы перешли на самые лучшие поминания Аллаха после слов Аллаха. То есть это долго разбирали вот эти субханаллахи, вальхамдулиллахи, ва ля иляха илляллах, валлаху акбар, шахада, хаукаля и так далее, и так далее. Мы говорили, что есть шукр, то есть одно из поминаний, когда мы благодарим Аллаха, есть хамд, ваthana, и каждый из этих видов, оно имеет свое значение, Тасбих, мы несколько лекций разбирали, что такое тасбих. Хотя как бы в переводе на русский язык многие и тасбих, и тахмид, и такбир, это восславление, восхваление, возвеличивание. Как бы нет такого различия. А когда уже вникаем именно в арабский смысл этих слов, то есть между ними различия. И последние, может быть, 5, 7, 8 лекций у нас уже были уроки дуа, когда уже конкретно раб обращается к Аллаху, взывает к Нему с каким-то вопросом. То есть это дуа, это уже один из видов поминания Аллаха. И последняя лекция у нас, оказывается, была в марте, вот как раз до Рамадана. Это аукат юстаджабу фиха дуа. В какие благословенные времена Аллах принимает наши дуа. Я быстро пройдусь, иншаллах, и мы уже пойдем дальше. Несомненно, самое великое время для дуа – это последняя треть ночи. Нет лучшего времени для того, чтобы рассказать Аллаху про свои проблемы, для того, чтобы попросить у Него прощения, истигфар за наши грехи, для того, чтобы попросить у Него что-то из мирского, из вечного, да? Или же для того, или же попросить у Аллаха защиты от чего-либо, как в этой жизни, так и в вечной жизни, это последняя треть ночи. Когда милость Аллаха особенно близка к нам, и когда сам Всевышний обращается, не мы, а Он обращается к нам и говорит: если те, которые взывают ко мне, то есть зовут меня, я бы им ответил. Если те, которые просят у меня что-то, может быть, кому-то риска не хватает, может быть, кому-то здоровья нужно попросить для себя, для детей, для близких, да? Может быть, у кого-то какие-то проблемы, да? Аллах говорит: если те, которые просят у меня что-то, я бы дал ему, я бы дал ему. И если те, которые есть те, которые просят у меня прощения, все мы грешны. И все мы нуждаемся в прощении Аллаха. Поэтому Аллах обращается каждую ночь, последнюю треть, если те, которые просят у меня прощения, я бы простил им. Я простил бы им. И мы приводили хадисы, аяты про это. То есть это вактуль асхар, то есть вакт сухура, время сухура. Аль-Гимран, 17 аят, Ад-Дарият. Аллах, описывая верующих, говорит:
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, и во время сухуров они просили у Аллаха прощения. Вот это самое великое время для того, чтобы взывать к Аллаху, к сожалению, с которым мы, к сожалению, пренебрегаем, потому что очень уж сладок сон и очень прохладно, мягкая постель в это время. Так ведь? Ну, в этом есть искушение, испытание для нас. Дальше мы с вами остановились на второе время, которое является величайшим временем, где Аллах особенно принимает наши дуа. Это час, саа, как в хадисе говорится, в день джум'а. То есть это час, где посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, в пятницу есть время, час, если раб, мусульманин, во время этого часа встанет, совершит намаз и попросит у Аллаха что-либо, илля а'таху иях, Аллах непременно даст ему то, что он просит. То есть это вот час. Затем пророк саллаллаху алейхи ва саллям показал пальцами и уменьшил это время. То есть этого времени не так много. Он дал понять, что этот промежуток очень маленький. И поэтому этот промежуток нужно искать, нужно беречь это время. И вопросы потом. Мы с вами говорили, что существует около 40 мнений ученых. Когда же это время? И из этих 40 мы оставили 38, потому что это надо целые лекции об этом говорить, да? И, может быть, большинство умме это даже не интересно. Это ученые, они там разные риваяты, хадисы приводят, истории жизни сподвижников, когда они вот этот час искали, да? И вот два. Это первое, это когда имам встает на минбар, вот в это время. И второе, некоторые ученые сказали, что этот еще раджих, то есть еще больше вероятность, что это второй вариант, это последние часы джум'а. То есть это получается бa'да салят аль-асри, после асра, намаза асра, до гуруб шамс, до магриба, получается, до того, как солнце уйдет в горизонт, вот за горизонт. И вот это два варианта, которые, то есть наибольшее количество хадисов приходят в пользу этих времен, и ученые больше все-таки склоняются к этому. То есть два времени. Также прекрасное, благословенное время для дуа – это шахр Рамадан. Это благословенный месяц Рамадан, когда мусульмане в течение целого месяца особенно усердствуют на пути Аллаха, когда все на посту, да, ты где? Я на посту, все, я пощусь, совершают таравих намазы, больше поминают Аллаха, и, конечно же, состояние сердца мусульманина во время Рамадана и вне Рамадана, конечно, различаются. Конечно, в месяц Рамадан сердца становятся ближе к Аллаху. Сердца больше страшатся Аллаха. Сердца больше стремятся к довольству Аллаха. И чем сердца больше стремятся к лику Аллаха, к довольству Аллаха, тем и дуа искреннее. Поэтому месяц Рамадан и особенно, какие дни Рамадана? Особенно ночи, последние 10 ночей. И вот здесь тоже очень важно, потому что первые дни, первые ночи Рамадана, может быть, пока еще сердце, оно не вырвалось из вот этой мирской рутины, да, из мирских проблем, пока еще человек не пришел еще в себя, пока еще не понял ценность Рамадана. И это на самом деле вот наше слабое состояние, да, когда вот мы понимаем, что вот мы начинаем понимать баракат этого месяца, особенно в последние дни, так ведь, когда этот месяц уже уходит. Но чем сердца больше просыпаются, тем и дуа больше принимается. Поэтому месяц Рамадан, и особенно это последние 10 ночей, особенно Лейлатуль Кадр.
Особенно лейлятуль кадр, который перед Аллахом хайру мин альфи шахр. Как Аллах сказал, он лучше перед Аллахом, чем 1000 месяцев. Получается, и поклонения, которые ты совершаешь в эту ночь, и зикры, которые ты делаешь в эту ночь, и дуа, с которыми ты обращаешься к Аллаху в эту ночь, в 1000 раз лучше, то есть лучше, чем 1000 месяцев. Дуа в 1000 месяцев. И Уммуль муминина Айша, мать правоверных, мать верующих, Айша, радиаллаху анха, спросила у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: а если ты найдешь эту ночь, достигнешь этой ночи, если я достигну этой ночи, ма акулю фиха, что мне говорить в эту ночь? Какой дуа мне говорить? То есть это самый лучший дуа, где мы можем обратиться к Аллаху, с чем мы можем обратиться к Аллаху. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: кули, говори, Аллахумма иннака афуун тухиббуль афва фа'фу анни. О Аллах, воистину ты прощающий, ты любишь прощать, и прости меня. Прости меня. Этот хадис передали имам ат-Тирмизи, Ибн Маджа, и имам Тирмизи сказал, что это достоверный хадис. Поэтому вот это уже получается 3-е благословенное время, да, месяц Рамадан, и особенно последние 10 ночей, и особенно Лейлятуль Кадр, ночь предопределения. Дальше, следующее время, которое должен мусульманин, несомненно, ценить и не должен пренебрегать этим временем, это Яуму Арафа, это день Арафа. Когда у нас день Арафа? За день до Яумун Нахр, до Курбана. Если у нас 10-й день Зуль-Хиджа это Курбан Байрам, то 9-й день это Яумуль Арафа, когда все наши паломники, миллионы паломников, они собираются в долине Арафа, и с утра, начиная с утра, заканчивая до Гурубу Шамс, до захода солнца, они поминают Аллаха, они обращаются к Аллаху с мольбами, кто-то просит прощения, кто-то просит имана, здоровья для себя, для других. Вот когда миллионы паломников, они обращаются. Вот этот благословенный день, и мы, соблюдая сунну, в этот день постимся. И нужно сказать, что вот под тенью Курбана, праздника Курбана, немножко этот Арафа, мусульманская умма теряет ценность этого дня Арафа. Хотя некоторые ученые даже поднимают вопрос, а что же лучше перед Аллахом? Это Курбан, день Курбана или Арафа? То есть есть даже разногласия среди ученых. Некоторые говорят, что Арафа может быть даже выше, чем Курбан. А вот мы немножко, может быть, в подготовке к празднику, да, кто-то там жертвенных животных ищет, кто-то привозит, да, многие даже забывают поститься в этот день. Ну вот это плохо. То есть мы пренебрегаем, умма, к сожалению, пренебрегает этим днем, и мы, мусульмане, должны возрождать эту сунну. То есть мы должны почитать этот день. Нужно возрождать пост в этот день. Нужно призывать братьев, сестер, родных, там, у кого там более взрослые дети, нужно призывать, чтобы все постились. Нужно говорить: вот давайте, балаларым, у нас будет ифтар, можно родителей пригласить в гости, так ведь, перед праздником. Вот нужно отдельно возвеличивать этот день и возрождать эту сунну Арафа. И Яумуль Арафа, день Арафа, является днем, когда Аллах принимает наше обращение к Нему. Наше обращение к Нему, когда Аллах прощает наши грехи. Когда Аллах прощает наши грехи, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Афдалу дуаи дуау яуми Арафа». Самое лучшее дуа, пророк саллаллаху алейхи вассалям не стал говорить самый лучший день, да? Он сразу указал, что делать в этот день. Афдалу дуаи, то есть самая лучшая мольба, дуа, это дуа дня Арафа. Это та дуа, которую мы делаем в день Арафа.
день Арафа. Ва афдалу ма культуху ана ван набиюна мин кабли. И самые лучшие слова, которые говорил я, и которые говорили пророки, которые были до меня, пророки до меня, это «Ла иляха илляллах, вахдаху ла шарика лах, лахуль мульк, ва лахуль хамд, ва хуа аля кулли шайин кадир». То есть нет истинного божества, кроме меня, вахдаху, он един, он один, ла шарика лах, нет у него сотоварища, лахуль мульку ва лахуль хамд, ему принадлежит все царство и вся хвала, «Вахуа аля кулли шайин кадир», и он над всякой вещью мощен, то есть его сила, его мощь безгранична. Вот это те слова зикра, это самые лучшие слова зикра, которые говорил я и говорили пророки до меня. Вот этот хадис указывает, что самый лучший день для дуа – это Арафа. То есть в этот день нужно больше и больше взывать к Аллаху, просить у Него прощения, просить у Него все наши просьбы о мирском и вечном. Следующее время благословенное, которым мы тоже пренебрегаем и, к сожалению, упускаем эту возможность, это время между азаном и икама. То есть мы знаем, что есть азан, который является объявлением наступления времени, но есть еще после азана икама, который уже объявляет началу фарз намаза, так ведь, коллективного. И вот между азаном и каматом, вот это время, оно благословенно для чего? Для того, чтобы мы обращались к Аллаху с нашими мольбами. И Анас ибн Малик, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ад-дуау ла юрадду бейна аль-адhани валь-икама». Дуа не возвращается. То есть, что такое не возвращается? Дуа, который уходит от тебя кому? К Создателю, к Аллаху, не возвращается обратно. То есть она, несомненно, принимается, когда? Бейналь адhани валь икама. Между азаном и каматом. То есть это прекрасная возможность для верующих во время азана, между азаном и каматом обращаться к нему с мольбами. Зная, что эти дуа, которые от нас уйдут, они не вернутся к нам. То есть Аллах их примет. Фад'у. Поэтому пророк саллаллаху алейхи завершил свои слова. Фад'у. Поэтому взывайте, делайте дуа. Не надо сидеть все время в Телеграме, там, в WhatsApp. Очень много вот братьев я вижу, когда вот заходишь, они сидят на телефоне. Ну, иншаллах, может быть, они Коран читают там. Ну, не все. Потому что зеленый фон WhatsApp или там Телеграма, его видно везде. То есть многие вместо того, чтобы общаться с Аллахом, да, неужели нет у нас никаких проблем? Неужели нет причин, чтобы мы оставили все и взывали к Аллаху? Да? Особенно вот сегодня, когда многие там братья пишут, звонят: «Хазрат, что делать? Все там, скоро апокалипсис, да? Судный день». Ну, как будто, да, вот все уже тормош-бетте, что-то не видно, чтобы все братья дуа делали. Хотя вот прекрасная возможность между азаном и каматом нужно обращаться к Аллаху, а не сидеть в WhatsApp. И я уверен, что когда эти братья, которые закрывают Telegram или WhatsApp только тогда, когда начинает камат, да, они встают и еще ракагат они в WhatsApp. То есть еще целый ракагат или 2 ракагата, они еще, их мысли, их сердца, они остаются в WhatsApp. Может быть, там последние 3-4 ракагата как-то выходят. Вот это же сунна, пророка, в этом мудрость Аллаха. Субханаллах, твой фарз, который ты совершишь сейчас после хамета, его качество будет намного выше, намного лучше, твой хушур,
смиренность перед Аллахом будет, смиренности в этом намазе будет намного больше, если ты после дуа, взывания к Нему, предстанешь перед Ним и совершишь этот намаз. И намного хушуа будет меньше или вообще не будет, если ты только на камет там вышел с WhatsApp. Некоторые даже на камет не выходят, ему же до рукуха надо успеть, иншаллах. Да, поэтому нет хушуа. Это же мудрость Аллаха. То, что вот азан совершил, да, перед многими фарз намазом есть сунны. Это же как прелюдия. Это же как разминку спортсменов. Вот он сейчас должен выступить, но для того, чтобы это выступление было на высшем уровне, он должен разминаться. То есть мышцы, суставы, все должны быть уже готовы, так ведь, чтобы не было травм или чтобы результат был наилучший. Вот здесь то же самое, это же мудрость Аллаха. Почему вот сначала сунна? Потому что все, ты уже тащишь свое сердце, свои мысли, уже ты вытаскиваешь с этой дуни, как саляфу салих говорили, праведные предшественники, ас-саляту миналь ахира, фа ида дахальта фиха харашта миналь дуня. То есть намаз является частью из вечной жизни, из ахира, а не из дунья. Поэтому, когда ты входишь в мир намаза, ты выходишь из дунья. Наша цель – это оставить дунья. Мы должны отдохнуть от дунья. Как ученые говорят, мы должны войти в этот оазис, напиться вот этой прохладной водой зикра, поминания Аллаха, суджудами, чтобы отдохнуть от этого зноя, от этой пустыни мирской, которая давит на нас, которая разрушает нас, которая убивает нас, вот эта пустыня, да, в которую мы так влюбляемся, субханаллах. Вот поэтому это 4 ракагата, 2 ракагата сунны. Даже если, например, там перед каким-то намазом нет сунны, мы можем тахиятуль масджид почитать, да? Это все, уже твое сердце уже все приближается к Аллаху. А тут еще дуа. А мы с вами не раз говорили, что дуа – это тот вид поклонения, где искренности намного больше. И проще собрать искренность. Почему? Потому что ты просишь для себя. Так ведь? И вот ты с Аллахом, ты просишь у Него, и вот Он икамет, ты встаешь, машаллах, баракат. Сколько баракатов? Аллах принимает твои дуа, и ты уже готов, твое сердце уже готово, оно с Аллахом. И качество твоего фарза будет, иншаллах, совсем другого уровня, другом уровне. Поэтому вот азан, между азаном и икаматом дуа. Этот хадис передал имам Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи и так далее. Следующее время – это время намаза. Но все-таки автор книги, он уже переходит от времен, благословенных времен, уже к благословенным положениям. То есть мы переходим уже не аукат, не времена благословенные, а положение. То есть есть время, вот оно пришло, и в это время твои дуа принимаются. Вот треть ночи, там Арафа, Рамадан и так далее. А есть положения, халяты, обстоятельства, когда твои дуа особенно принимаются. И вот давайте переходим к этим уже положению, когда у верующего дуа особенно принимается. И вот это положение, самое величайшее положение, когда твои дуа принимаются, это, конечно, когда ты предстаешь перед Аллахом, когда ты стоишь перед Аллахом, понимая, что ты слабый, что ты грешный раб, и ты встал перед Создателем небес и земли, перед Всемогущим, перед Всесильным, перед тем, который дает тебе ризк, который создал тебя, который заботится о тебе, который может решить все твои проблемы. Так ведь? А может и наказать тебя. Поэтому перед милостивым, который проявляет по отношению к тебе огромную милость, безграничную милость, перед всепрощающим, который прощает твои грехи. И вот ты предстал смиренным рабом перед ним. И вот все, что связано с намазом, есть
Субханаллах, даже вот это, после азана, да, между азаном и каматом, это же тоже все связано, это баракат намаза тоже, баракат намаза. И вот особенно, когда уже ты внутри намаза, и во время намаза мы знаем два момента, два самых благословенных момента, когда вот оно наступает, вот это время дуа. Потому что каждая часть намаза, то есть у намаза есть свои составные части, так ведь? Положение, например, это киям, когда ты стоишь перед Аллахом, это руку, это суджуд, это ташаххуд. И вот каждое положение, как, по-моему, шейх Самарканди говорит, это как трапезный стол. То есть каждое положение намаза, намаз это же духовная пища для мусульманина. То есть это то время, когда твой дух, твоя душа, твое сердце получает свой удел. И поэтому он сравнивает намаз с трапезным, с таким свадебным столом. Когда король, принц женится, и он позвал от радости, позвал всех своих гостей дорогих, и он дает ему вот этот пир, он дает им вот этот стол богатый. И шейх Самарканди говорит, что на столе мы видим разные виды пищи, разные блюда. Каждое блюдо имеет свой вкус, свою красоту, свой запах, свою пользу. Например, бульон, у него своя польза, может быть, да, там второе блюдо, мясо свое, там рыба свое, там овощи, салат, там, ну, все имеет как-то свой вкус, свое наслаждение и свою пользу. Где-то там, ну, если даже витамины взять, да, где-то там, может быть, там кальций, где-то там магний, где-то там, как там, коллаген, да, или еще что. Вот все имеет свою пользу. И вот между этими видами блюд есть напитки, разные напитки. У каждого напитка свой вкус, свой запах, своя польза. И вот шейх Самарканди говорит, что каждое вот эти блюда еды, это положение намаза, это харакатус саля, это движение намаза. То есть это киям, вот это одно блюдо, рукух это другое блюдо, суджуд это третье блюдо, ташаххуд это четвертое блюдо. То есть блюд много, да? А вот эти напитки, которые сопровождают эти блюда, да, это адкарус саля. То есть это зикры, которые ты говоришь во время совершения этих положений. Во время кияма есть свои зикры, во время рукуга есть свои зикры, во время суджуда есть свои зикры, во время ташаххуда есть свои зикры. Например, нельзя во время кияма читать ат-тахият. Так ведь? Во время кияма ат-тахият не читается. Ат-тахият читается во время ташаххуда. Во время рукуга Коран не читается. Нельзя читать Коран во время рукуга, потому что Коран читается стоя. И вот и получается, например, человек читает или же слушает имама, то есть он слушает слова Аллаха. А слушать Аллаха нужно как во время намаза? Стоя. Мы стоя, с опущенным взором, с опущенной головой. И очень часто у сподвижников бороды, подбородки, они касались груди, они вот так прямо стояли, потому что они понимали, перед кем стояли. Да? Никто вот так не стоял. Или вот так. Поэтому они вот так стояли, перед слабые, смиренные перед всемогущим Аллахом. И они слушали слова Аллаха. А рукух – это возвеличивание Аллаха. Субхана раббил азим. Да? А вот суджуд – это как раз то время, когда мы можем обращаться к Аллаху своими дуа. То есть это время дуа. И вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, этот хадис в сборниках имама Муслима от Абу Хурайры. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Акрабу ма якуну аль-абду мин раббихи ва хуа саджид». То есть самое, вот то положение раба, которое он, то есть наиближайшее, самое близкое положение раба к своему Господу, это положение ва хуа саджид, то есть во время суджуда. То есть
вот человек, мусульманин, который совершает, который дошел до суджуда, вот намаз же, он же не с суджуда начинается. Так ведь? Намаз начинается с приветствия. Аллаху Акбар, такбиратуль ихрам, когда мы заходим в положение храма. Потом мы приветствуем Аллаха, субханак Аллахума бихамдик ва табарак асмук, и есть другие зикры. Потом мы слушаем Аллаха, потом мы возвеличиваем Аллаха, восхваляем Его, Раббана ва лякаль хамд. Так ведь? А затем, вот эта кульминация, мы падаем ниц перед Аллахом. Когда самый горделивый орган, часть тела, да, это лицо человека. Это лицо. Это его нос. Бурнун шигандилер, да, говорят же там, вот он так, нос вот так, ну, высокомерный. Когда вот его лицо, его лик, его голова ниже, чем его органы, которыми он справляет нужду даже. То есть все выше, чем его голова. Вот голова на самом низу. Вот это самое достойное положение раба. И это самое близкое положение раба к своему Господу. И вот здесь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Фаакфиру дуа». Больше просите у Аллаха. Увеличивайте ваши дуа. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не просто сказал: просите, да, во время суджуда, а он сказал: «Акфиру». Увеличивайте свой дуа. Поэтому, дорогие братья, по фикху это правильно. Ограничиваться там 3 раза субхана раббил а'ля, можно вообще ничего не говорить, это сунна. Да? Намаз правильный. Но на самом деле, если учитывать величие этого положения, баракат в этом положении, да, нельзя ограничиваться. Нельзя ограничиваться этими словами. Нужно учить другие зикры, другие дуа. Потому что во время суджуда, вот все, ты вошел в прием главе небес и земли. Надо говорить ему, что тебе надо. А ты сразу быстро там субхана раббил а'ля, субхана. И все, Аллаху Акбар. Все, ты вышел уже. Да, потом еще зашел, ничего не попросил. Это неправильно. Поэтому учите, ищите в книгах Азкара, есть эти дуа, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не просто восхвалял, там не просто зикр был, а были особые виды дуа. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отдельно просил у Аллаха прощения во время суджуда. Аллахумма гфир ли данби кулля. О Аллах, прости мне все мои грехи. Джилляху Аллахумма гфир ли данби кулля диккаху ва джилля. То есть и большие, и малые, и те, которые я совершал втихаря, один, скрыто, да, и те, которые я совершал явно, и все мои прежние грехи, старые грехи и новые грехи. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прямо перечислял все вот эти, те, которые я знал, и те, которых я не знал. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, просил у Аллаха прощения, просил другие, есть виды дуа. Этим надо пользоваться. И следующий хадис, вот этот хадис в сборниках имама Муслима, я уже говорил. Следующий хадис тоже в сборнике имама Муслима от уже Ибн Аббаса. Тот хадис был от Абу Хурайры. Ибн Аббас, радийаллаху анхума, пусть Аллах будет доволен им и его отцом, Абдулла ибн Аббас, да, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Аллах запретил, мне было запрещено, Аллах, то есть запретил мне читать Коран во время рукуга и во время суджуда. Вот. То есть рукух и суджуд не для чтения Корана. Для чтения Корана есть другие положения. Так ведь? Поэтому мне было запрещено читать Коран во время рукуга и во время суджуда. Фааммар руку, что касается рукуа, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: фа'аззиму фихи раббу азза ва джалля. Во время рукуа возвеличивайте вашего Господа. Возвеличивайте субхан раббил азим. Есть другие зикры. Машаллах, столько зикров есть, которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил во время рукуа. Например, там суббухун, куддусун, раббуль маляикати варрух. То есть это возвеличивание Аллаха. Или там Аллахумма лака ракат, ва бика аман, ва лака аслам, хашага лака самги, ва басари, ва мухи. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: о Аллах, я совершил рукух перед тобой, я уверовал в тебе.
в тебя, я подчинился тебе, и подчинились тебе и лицо мое, и руки, и ноги, и все, что несут мои ступни, амастакалят бихи кадами. То есть вот есть очень много зикров, которые пророк ﷺ говорил во время рукуха, это надо учить, субханаллах, это надо учить. Амма суджуд, и пророк ﷺ продолжает, а то, что касается суджуда, фаджтахиду фид дуа, усердствуйте, делайте иштихад, старайтесь делать дуа во время суджуда. Все, вот ты пришел, там тахарат взял, оставил все мирские дела, кто-то оставил там свою работу, там завод оставил, да, конвейер, там кто-то оставил семью, жену любимую, детей оставил, сел в машину, пришел джамаат намаз совершать, тахарат у него, все, вот оделся, встал, машаллах, все, сделал такбиратуль ихрам, кьям, простоял, послушал Аллаха, возвеличивал Аллаха, все, и вот он пришел наконец-то, вот все, вот он прием, где надо говорить Аллаху, просить, а он быстро-быстро, и все, встал, и все, ушел. Но это же нельзя так. То есть это же милость Аллаха, которой мы себя лишаем. Поэтому, что касается суджуда, пророк ﷺ сказал, фаджтахиду фид дуа, усердствуйте в дуа, и, возможно, Аллах ответит вам. То есть, скорее всего, иншаллах, Аллах ответит вам. Поэтому вот это первое, да. То есть я говорил, что во время намаза есть два положения, где вот нужно делать дуа. Первое это суджуд, это все вот номер один, когда вот самое близкое положение раба к своему Господу. Второе это в конце намаза. Это завершение намаза. Когда вот все, ты совершил весь комплекс этих движений намаза, ценных, зикров намаза, и вот это вот конец намаза, да, когда Аллах особенно доволен тобой. Аллах особенно доволен тобой, ты все, вот это ты совершил все, да, и все, вот он намаз, завершение намаза, и вот здесь нужно делать дуа также. Сунна пророк ﷺ учит нас делать дуа. И эти дуа совершаются до саляма. То есть салям, что такое салям? Это уже выход с намаза. Такбиратуль ихрам это вход в намаз. А салям, когда ты уже даже в одну сторону салям дал, все, ты уже вышел с намаза. Все, остальное это уже вне намаза. Вот есть зикры, есть дуа, которые нужно говорить внутри намаза. То есть до саляма. Имам Ахмад, Тирмизи, имам Ан-Насаи передают хадис от Абдуллах ибн Мас'уда. Это величайший сподвижник, пусть Аллах будет доволен им, ученый. Он рассказывает: «Кунту усалли ван набийю ва Абу Бакр ва Умар магахум». Я совершал намаз, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Бакр и Умар были с ним. Когда я сел на ташаххуд, то есть, скорее всего, это не фарз был, так ведь? Раз Абу Бакр, Умар был, и пророк ﷺ слышал его намаз, следил за ним, да, Абдулла ибн Мас'уд совершал какой-то вид дополнительного намаза, да. Может быть, это суннан раватиб был, то есть это сунны, которые сопровождают фарз, может быть, это тахиятуль масджид был, духа или еще что-то. И вот Абдулла ибн Мас'уд совершил намаз и дошел до ташаххуда. И он говорит: «Фалямма джаласту», когда я сел на ташаххуд, «бадату биффанаи аля Аллах», я начал с восхваления Аллаха. То есть он начал восхвалять Аллаха. «Thumma салату аля наби саллаллаху алейхи ва саллям». Потом я сказал салават пророку саллаллаху алейхи ва саллям. «Thumma да'ауту ли нафси», а затем я начал просить для себя. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, услышав мои слова, он сказал: «Саль ту'та», проси, и Аллах тебе даст. «Саль ту'та», проси, и Аллах тебе даст то, что ты просишь. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, услышав его слова, как он восхвалил Аллаха,
как он сделал салават и начал просить за себя, пророк саллям так шепнул ему: проси, проси, Аллах даст тебе, проси, Аллах даст тебе. И вот давайте быстро разберем структуру ташахуда. Последний ташахуд нас интересует, да? Самый последний, где у нас есть ат-тахият, салават, дуа и салям. Вот это и есть структура дуа. Посмотрите, во время дуа сначала нужно дать право Аллаху. То есть сначала нужно поблагодарить Аллаха. Нужно сказать: Альхамду лилляхи раббил алямин. Нужно признать те блага, те дары Аллаха, которые Аллах тебе дал, и нужно восхвалить Его. Шукр надо сделать. Затем, после прав Аллаха идет чье право? Не спеши, не твое право, не право твоей жены, не право твоих детей, не право твоих братьев, не право родителей. А чье право? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Джиназа, посмотрите. После первого такбира чье право идет? Аллаха. Потом чье? Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Потом только мы, усопший, который лежит перед тобой, и другие братья и сестры. Так ведь? Сначала Аллах, потом пророк, потом мы и наши братья. Дуа то же самое. Нет никакой ценности, не будет никакой ценности, если во время твоего дуа ты забудешь право Аллаха и право посланника. Поэтому даже что касается салавата, ученые сказали: салават за пророка саллаллаху алейхи ва саллям подобен, мольба за пророка подобна крыльям дуа. То есть твои дуа, они хватаются за эти крылья. Чем больше крыльев, тем они выше поднимутся. Поэтому давайте структуру ташахуда последнего. Ат-тахият. Даже сам ат-тахият. Структуру, посмотрите. Ат-тахияту лилляхи вассалавату ват-тайибат. То есть сначала мы восхваляем Аллаха. Ат-тахият, слова приветствия. Вассалават, наши мольбы. Ват-тайибат, наши благие слова. Кому? Лиллях. Аллаху. Ват-тайибат. Ассаляму алейка. Мир кому? Айюхан наби. Пророку. Сначала Аллах, потом пророк. Так ведь? Ассаляму алейка айюхан наби ва рахматуллахи баракатух. Дальше идем. Чье право идет? А затем уже наше и наших братьев. Ассаляму алейна. Пусть будет салям нам. Ва аля ибадиллахи салихин. И будет всем праведным рабам Аллаха. Так ведь? Потом уже шахада. Вот это первое. Даже структуру, если разобрать от тахията, Аллах, пророк, потом мы. Дальше идем. Ат-тахият, потом салават отдельно. Аллахумма салли аля Мухаммад, ва аля али Мухаммад, кама салли. То есть ученые говорят, самый лучший салават за пророка — это салават во время намаза. Нет лучшего салавата. Там бабушки, дедушки пишут вот эти бумаги, они уже 150 раз печатали, да, салават кабира. Видели, нет? Вот бабайлар видели, да? Там салават кабира на 2 страницы. Если один раз в жизни мусульманин прочитает этот салават кабира, ему уже больше намаз не надо читать. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, наверное, не знал. Умар не знал этот салават. Абу Бакр не знал, они же до конца намаз читали. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда умирал, говорил: ас-саля, ас-саля, намаз, 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 храните намаз. Так ведь? И они не знали это же бида. Субханаллах, вот эти сказки народные ходят между людьми, да, это вот самый лучший салават, нет лучшего салавата, это во время намаза. Дальше идет вот ат-тахият, салават, и все, пришло время. Чему? Проси, проси. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: проси, то-то, и Аллах даст тебе, проси, и Аллах даст тебе. А мы сразу салям. Вот пришло время просить, и все, а мы сразу салям алейкум. Такие деловые мы. Нам, нечего просить у Аллаха, что ли. Вот это и невежество, с другой стороны, безграмотность многих мусульман. Они не знают, что вот это время такое самое-самое, когда надо просить, да, и, может быть, беспечность еще. Гафилля, когда вот мы просто пренебрегаем этим временем. Вот 2 времени, запомните, во время суджуда и во время последнего ташахуда перед салямом. Также есть другой хадис. Который передал имам Тирмизи, ан-Насаи, от Фудаля ибн Убейд, радийаллаху анху, что как-то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, услышал одного сподвижника.
он услышал одного сподвижника, который взывал к Аллаху внутри намаза. Внутри намаза, во время намаза. Но он не стал восхвалять Аллаха. То есть, он не стал восхвалять Аллаха. «Уалям юсалли аля наби». И он не воздал салават за пророка. Он забыл восхвалить Аллаха и воздать салават за пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он сразу начал просить, там, внутри намаза. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аджильта айюхаль мусалли». О, совершающий намаз. Тот же намаз совершает еще. Он еще не закончил, а пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, уже к нему говорит, обращается к нему и говорит: ты поспешил, о молящийся. То есть, аджильта. Thumma аллямахум Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям. И затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, научил их, с чего правильно начинать. То есть сначала Аллах, нужно восхвалить Аллаха, ат-тахият, салават, а затем дуа. Так ведь? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, услышал другого мужчину, который совершал намаз и во время намаза восхвалил Аллаха, воздал салават за его пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему: «Уд'у туджаб», взывай, то есть делай дуа, и Аллах тебе ответит. «Васаль ту'ат», проси, Аллах даст тебе. Почему вот первому мужчине, сподвижнику пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: ты поспешил, о молящийся? Потому что он неправильно начал. Сначала Аллаха восхваляем, затем салават пророку, затем только просим. А вот второй, он все правильно сделал. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поэтому сказал: взывай, Аллах тебе ответит, проси, и Аллах тебе даст. Вот это есть намаз. То есть это баракат намаза. Это баракат намаза. И почему именно во время намаза? То есть я уже подытоживаю, что это самый великий вид поклонения. И вот есть еще, конечно, мы не успели, про пост, иншаллах, и про хадж еще есть. Но это уже во время следующей лекции поговорим. Потому что у нас еще 2 лекции про то, как Аллах Тааля, у кого Аллах Тааля принимает дуа. И вот во время совершения великих поклонений Аллах особенно доволен нами. Вот пост. Почему у постящегося принимается дуа? Потому что он обессилен. Он целый день не ел. Он не пил. И особенно айнда ифтарик. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал во время айнда фатрихи, то есть во время ифтара. Перед ифтаром. Почему вот мы всегда насихат делаем себе, братьям, вот братья, не болтайте, через 5 минут магриб, все, ифтар, вот просить у Аллаха, потому что вот это финишная прямая. Когда Аллах так доволен вами, нами, иншаллах, надо просить, а не болтать сидеть. Или там тыкать вот эти кнопки в WhatsApp, да? Потому что это особенное время, когда Аллах доволен нами. Это вот намаз, вот сегодня мы разбирали, пост, хадж. Почему во время хаджа? Потому что он все оставил. Он все оставил, все, семью, работу, страну свою, родину оставил. Пошел совершать хадж, да? Прошел через эту дорогу, все прошел. И вот оно время, когда надо, есть 6 благословенных положений во время хаджа, когда сунна пророка вот прямо учит нас делать дуа. Об этом, иншаллах, после рекламной паузы. Через неделю, иншаллах. Субханак Аллахумма бихамдик, шхаду ан ла иляха илля анта астагфирука.